кануло в лету, это значит что? Не забыто. Не забыто, мы не забудем это никогда, и бесследно это не исчезло. В этом уютном кабинете ученики со своей классной руководительницей приготовили памятный урок о самых героических и трагических страницах Великой Отечественной войны – блокаде Сталинграда. Завершилась она в конце января 1944 года, когда войска Ленинградского, Волховского и Второго Прибалтийского фронтов отбросили немецкие войска от города. Тот день стал для жителей одним из самых счастливых, одновременно и скорбных. Ведь за все время блокады погибло 800 тысяч человек. Причина массовой смерти – голод. Цена хлеба в то время была неизмеримой. Хлеб греет душу, к нему нужно относиться бережно. Хлеб – это главная еда. Слава миру на земле, слава хлебу на столе. Голод, которому подверглись ленинградцы, нельзя прочувствовать. Символом блокады стал небольшой кусочек хлеба в 125 грамм. Именно такая минимальная норма выдачи хлеба была установлена в самые трудные дни блокады. Услышав истории во времена осады, дети начинают задумываться, и видно, как переживания за прошлое наполняют их сердца. Надо беречь мир, чтобы больше это не повторилось. Я представил себя на их месте, как им трудно было пережить эти дни. Хлеб стал основным продуктом для жителей блокадного города. В дневнике генерала Франца Гельдера была запись, приказ фюрера сравнять Москву и Ленинград с землей, чтобы полностью избавиться от населения. Но за исторический город сражались до последнего и держали оборону. Тогда Франц Гельдер подписал приказ сухопутным силам Севера о блокаде Ленинграда, чтобы сломить сопротивление путем голода и лишений. Дети именно к этому уроку готовились с большим желанием. Проведя это мероприятие, я поняла, что наши дети провели это все через себя, пронесли это, через свою душу. Смотря в их глаза, я поняла, что действительно им было больно вспоминать вот это все, то, что было в блокадном Ленинграде. Мероприятие поможет сохранить историческую память в новом поколении. Школьники уже задумываются, к какому итогу привела эта война. Приходят к пониманию, чтобы предотвратить очередной кризис человечества, люди должны помнить ошибки прошлого. Целью мероприятия было также желание донести до учащихся ценность пищи, которая является основным источником жизненной энергии. Мы относимся к хлебу не так, как должны относиться. Часто мы выбрасываем хлеб. Бывают такие моменты, что ребенок может и наступить на кусочек хлеба. Наравне с другими народами на разных фронтах Великой войны в те грозные дни для всей страны воевали и представители ингушского народа. Более 100 ингушей билось за город. Одним из них был Яхья Сукиев, который несколько лет назад покинул наш мир. Мероприятия будут проходить во всех государственных учреждениях региона до 27 января. Зелимхан Калоев, Адем Гулоев, Асхаб Белакиев, Новости 24.